Якутцы. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня» и я, Юлия Протодиаконова. У нас в гостях сегодня сотрудники молодежного инклюзивного центра «Среда» при благотворительном фонде «Харысхал» Айнара Сокольникова и Абдулаева Екатерина. Здравствуйте. Очень приятно, что вы к нам пришли в гости. Расскажите, пожалуйста, о вашем молодежном инклюзивном центре «Среда», ведь мы знаем, что досуг является неотъемлемой частью жизни, социализации человека, а для подростков и молодых людей с инвалидностью это не так просто, им сложно проводить качественно и интересно свое свободное время. Такие обе на друг друга. Екатерина, немножечко расскажите про фонд. Сначала немножко расскажем про фонд Харысхал, благотворительный фонд Харысхал. Мы работаем с 2011 года, в этом году нам будет уже 14 лет. Наш фонд работает с детьми с инвалидностью, с детьми с ОВЗ, с их родителями, попечителями. И также мы очень много внимания уделяем некоммерческому сектору, именно кто объединяется для поддержки общей миссии нашей, цели, ценностей по всей республике. Вот. У нас есть несколько направлений, которые охватывают как малышей, кому еще не поставили инвалидностью, ОВЗ. Также идут уже школьники, дошкольники с инвалидностью, с ОВЗ. Ну и отдельный такой контингент ребят у нас это именно подростки. То есть те ребята, которые уже должны профориентироваться, понимать, кем они будут, когда вырастут, по образованию, кем куда пойдут. Вот. И как раз-таки развивая эту тему, появился центр, молодежный, инклюзивный центр «Среда», чтобы как раз-таки охватить ребят, молодежь и подростков, у кого есть инвалидность. Угу. Спасибо. Молодежь и подростки, у кого есть инвалидность, это какой возраст? Так, вообще наш возраст ребят-участников центра это от 14 лет. И мы можем с гордостью сказать, что в этом году нашему центру уже 2 года исполняется. Это достаточно такой хороший возраст, при том, что я еще раз хочу напомнить, что наш центр абсолютно дополнительно не финансируется. Вот он 2 года назад был открыт на энтузиазме с тем, что наши ребята с инвалидностью, вот они к нам приходят в фонд, они посещают разные студии наши, да, которые есть в фонде безвозмездно, растут, вырастают. И дальше они хотят, помимо того, что они посещают какие-то творческие студии, общаться, находить новых друзей. И поэтому как бы было открыто наше пространство, чтобы к нам могла прийти наша молодежь с инвалидностью, так и без инвалидности, для того, чтобы общаться, знакомиться, учиться, общаться в первую очередь с друг другом, чтобы было безопасное пространство, где их никто не обидит, где все будут равны на равных условиях. И вот уже 2 года в этом году мы работаем. Дети у нас... мы их называем дети, любя, да, потому что там у нас есть и плюс 30, самому старшему, кто посещает наш центр, 35 лет. Вот. Даже так? Да, но вот мы всегда говорим дети, как-то вот, это не потому, что там как-то касаемо их особенностей или еще что-то, вот просто мы вот как будто взяли их себе под крыло и вот как для своих детей, вот мы с ними работаем. Наш центр работает каждую среду, вот на протяжении 2 лет, каждую среду мы встречаемся. К нам приходят разные гости. Если первый год точно мы искали сами гостей, выходили на волонтеров, на предприятия, на организации, кто бы мог что-то провести для наших ребят, то сейчас уже про наш центр, мало-помалу уже знают. Организации сами на нас выходят. Они говорят, мы знаем, что у вас есть ребята, которым мы бы хотели бы что-нибудь провести. И самый наш такой любимый яркий пример, мы всем о нем рассказываем, это вот как самый яркий пример волонтерства, благотворительности. Это управление федерального казначейства, да, все прекрасно понимают работу этих специалистов, да, и они просто вот тоже увидели, посетили наш молодежный инклюзивный форум, увидели, что есть какой-то центр молодежный и решили прийти к нам в гости.
долго думали, с какой бы темой они могли прийти. Напомню, Управление Федерального казначейства Республики Саха-Якутия. Они к нам пришли с караоке вечером, да? Наши ребята, да и кто вообще не любит петь, да? Попеть любимые песни в хорошей компании. И специалисты, они берут с собой бас-гитары, а просто гитары, и мы поем с ребятами вот все, что вот нашей душе хочется, все свои любимые песни и на русском, и на якутском языке. И так эти встречи полюбились нашим ребятам, что вот они у нас прям самые долгожданные, самые трепетные, да, вот которые наши ребята ждут. И специалисты тоже, как бы, возможно, нашли в нас какую-то отдушину свою, да, после рабочего тяжелого дня. То есть они к нам приходят и вот общаются так с ребятами. Они очень внимательные, да, то есть они в ходе встречи они уловили, что кто какие песни любит, кто каких гостей, да, там бы хотел увидеть. Сюрпризы нам невероятные устраивали, то есть приглашали прям артистов, чтобы они к нам приходили. Ну вот, и таких примеров много. И в чем плюс, что компании, организации, они делают то, что им тоже хочется в первую очередь. Да, для души. Да, для души. То есть они не зациклены, как бы они могли бы там по своей деятельности что-то ребятам рассказывать, да. Но они тоже понимают запросы, какие есть у молодежи. Но мы, конечно, не только развлекаемся, не только поем, не только у нас мастер-классы, и профориентационные тоже у нас были понемножечку такие встречи, да. Потому что все равно мы хотим, чтобы наши ребята, несмотря на возраст, они все равно знакомились с разными, с новыми какими-то профессиями, поэтому тоже вот разные организации к нам приходили. И вот в этом направлении, в этом году, именно по профориентации, мы хотим начать так вплотную работать. Напоминаю, что мы в прямом эфире. Вы можете нам позвонить со своими вопросами, пожеланиями. Телефон 32 00 66 32 11 66. Екатерина? Да, мы продолжим немножко. В этом году мы решили вот опять удариться в профориентацию. И в 2016 году у нас был хороший такой проект, «Палитра успеха» назывался. Мы сколлаборировали тогда с несколькими организациями и знакомили подростков, молодежь с профессиями. Тут мы решили его поднять и немножко его примерить на нашу среду. Только это уже будет не в рамках самой среды, это у нас будут профориентационные четверги. То есть немножко формат как в среде, мы также набираем ребят с инвалидностью, с ограниченной возможностью здоровья, и в рамках четверга они будут знакомиться с какими-то профессиями, то есть, опять же, встречаться с специалистами, мы будем проводить для них мастер-классы, и также у нас в планах, чтобы наши ребята также развивались, как и их сверстники, не отставали, как мы знаем, что сейчас бизнес можно вести уже с 14 лет, то есть мы планируем удариться в эту историю, знакомить ребят в том, что они могут развиваться не только образовательно, не только профессии, но и финансово самостоятельно себя поддерживать, так как есть много достаточно поддержки от государства, куда они могли бы зайти. Вот. Ну и мы сами по себе знаем, к нам периодически подходят ребята из среды и спрашивают, можно ли сделать это, можно ли сделать так. У них у самих каких-то есть такие тоже идеи в плане развития. И мы подумали, почему бы и нет, и решили уже, наверное, в феврале мы запустим наш профориентационный четверг на базе молодежного инклюзивного центра «Среда». Ну, это вообще супер. Да, это сейчас очень актуально не только для детей, для молодежи с ОВЗ, и с инвалидностью, а для всех, в принципе. Вот, Айнара, ты упомянула о молодежном инклюзивном форуме «Включайся». Что это такое? Кто может принять участие, цели этого форума, зачем и почему? Ну, очень много проходит разных форумов, да, в республике. У нас очень форумы такие прям достойные. Мы сами являемся участниками различных республиканских форумов, где ты получаешь какие-то новые знания, новые знакомства. И вот сколько лет бы ни прошло с участия в форуме, мы, например, до сих пор со многими участниками на связи, да, и подумали, что мы тоже нуждаемся в своем таком форуме, да, но
Он у нас обязательно должен быть инклюзивным, где у нас молодежь с инвалидностью, без инвалидности смогут вот его посетить по определенным направлениям и что-то тоже для себя выявить. Наш молодежный инклюзивный форум «Включайся», он называется, проходил 2-й год. Именно при грантовой поддержке «Росмолодежь». То есть мы писали грант именно на проведение данного форума. Первый форум мы проводили, мы его так щупали, так скажем, да, пригласили гостя из Самары Алексея Транцева, но он сейчас проживает в Центральной России. Молодой человек с инвалидностью, который активно, как лектор, как спикер, он рассказывает об инклюзии, учит людей инклюзии, не только людей с инвалидностью, но и без инвалидности. Он был нашим первым гостем 2 года назад. Мы собрали более 100 участников, как и с инвалидностью, так и без инвалидности, специалистов, педагогов и так далее. И форум у нас проходил 2 дня. Достаточно хорошо прошел. Мы поняли, что такие форумы нужны. И в прошлом году мы также выиграли грант и уже немножечко такие... Так, растем, прибавили уже больше направлений в нашем форуме, и социальное волонтерство, и тренеров уроков доброты, и проектную деятельность, да, там по социальному волонтерству все понятно, да, то есть мы рассказывали, что такое волонтерство, виды на волонтерство, делали добрые дела. По тренерству уроков доброты, то есть мы в нашем фонде проводятся уроки доброты и семинары по пониманию инвалидности, где мы ломаем стереотипы школьникам, специалистам по отношению к людям с инвалидностью. И вот мы как раз тоже развивали вот в рамках этого направления, чтобы у нас появились новые уроки, новые какие-то интересные проекты. Тоже были разные специалисты, так и молодежь с инвалидностью. Проектная деятельность, наше 3-е направление, достаточно такое сложное, серьезное направление, потому что вот как бы гранты — это для нас очень большая возможность проявить себя, проявить свои проекты, показать. И в этом направлении мы учили молодежь писать гранты. К нам приходили люди, которые профессионалы, так скажем, в этом деле, да. И вот 3 дня. У нас уже день, мы добавили еще один для проведения форума. Пригласили невероятную Катерину Кононенко. Она является ребенком Кода. Кода — это ребенок, рожденный в семье неслышащих. Она знает русский жестовый язык, сама является тоже активным представителем сообщества, которые поддерживают людей с инвалидностью. Как раз таки нас с ней познакомил Алексей Транцев. Она входит в его команду, вот, и она достаточно своим доступным языком нашим участникам делилась опытом, как реализовывать проекты, как их придумывать, как их внедрять. Ну и плюс вот мы заметили, что кто приезжает к нам из гостей, они все такие не дружелюбные, а вот коллективные, да, вот им нужно, вот они прям входят в общество, и там смотришь, гостя уже можно потерять, потому что он садится, начинает писать с кем-то какой-то проект, что-то там советовать, рекомендовать, вот, поэтому каждый гость, который к нам приезжал на форум, это прям прорыв для наших ребят, с которыми там поддерживается связь, и что-то решается, что-то создается. И большой плюс, что в нашем форуме принимают участие вот разные же виды, да, ребят с инвалидностью. Вот в этом году мы объединились с Всероссийским обществом глухих, да. С Ульяной Павловной вот мы попробовали вместе, да, вот в чем, для чего нам нужно было такое тоже общение, внедрение, потому что молодежь с инвалидностью по слуху, они остаются обычно у себя сами, да, у них есть свои центры, вот они там общаются, и они тоже как бы очень хотят вливаться, да, в общество, но у нас есть большой такой... Преграда небольшая именно в знании, коммуникации. Вот, но опять же Екатерина к нам приехала, она рассказала, как этот момент можно немножко сгладить, вот, и как раз-таки на примере нашего форума она это показала. И мы такие, опа,
что можно было просто выучить пару фраз, и мы можем общаться на общем языке, и оказалось это так. И сейчас, допустим, ребята из общества глухих, они очень активные, рвутся к нам, они хотят с нами там содействовать, они там видят нас на мероприятиях, там машут, здороваются, общаются, что там пытаются нам рассказать, переписываться. Вот, поэтому чем больше ребят туда вливается, тем лучше. Ну и плюс мы создаем все-таки ту среду общения нигде, только подростки, молодежь с инвалидностью, но и мы также привлекаем без инвалидности. То есть это, опять же, мы убираем преграду разности людей, показываем, что мы все разные, но равные мы. Да. Вот, и из-за этого молодежь, она больше поэтому и начинает активничать и выходить. На примере тоже нашей среды, да, к нам приходят не только с инвалидностью, да, у нас есть молодежь, которая просто может прийти в рамках среды, потусоваться. Вот, да. Нравится А их как вайб. это сделать? Сейчас нас посмотрят школьники, студенты, они тоже захотят пообщаться, как-то познакомиться, и как им это сделать? Можно обратиться в нашу службу заботы, можно нас найти там в официальной страничке, у нас все есть в интернете. В социальных сетях, ВКонтакте, в Телеграме, в Дзене мы есть, ну и телефон службы заботы 8 914 2 705 887. Наш специалист с радостью ответит в рабочее время, расскажет инструктаж. В том числе вы можете найти нас на платформе добро.рф.ру, мы там верифицированы, то есть если вы забьете слово «Харасхал» в поисковик, наша организация сразу выйдет. И там же у нас высвечивается ближайшее мероприятие, куда нам необходима помощь в качестве волонтеров, либо как информационно вообще можно узнать, какие мероприятия у нас проходят, как на базе фонда, так и на базе молодежного инклюзивного центра «Среда». И вот перед тем, как, например, вот школьникам, специалистам, студентам, если есть, мне кажется, желание, можно начать наше общение с уроков доброты, еще раз напоминаю, семинаров по пониманию инвалидности, потому что стереотипы, они в любом случае есть. То есть мы тоже, придя в фонд, у нас были свои стереотипы, да, через которые вот мы тоже их ломали, изучали это все. Поэтому, если вы школьник, студент, специалист какой-то либо организации, вы хотите просто для общего какого-то, да, вот, ну, то есть сейчас наше развитие, потому что наше общение. Сейчас, да, время такое, что все, люди с инвалидностью, это не просто отдельная ячейка, это часть нашего общества, и мы должны именно уметь и знать по рекомендациям, как с ними общаться и как с ними взаимодействовать, и об этом мы можем тоже рассказать. И, конечно же, после таких наших уроков доброты и семинаров люди они готовы творить, делать добрые дела, поэтому мы с радостью всех приглашаем к сотрудничеству. Да, спасибо. И последний вопрос. Какие школы, может быть, институты самые активные вот в сотрудничестве с вами? Есть у нас несколько школ, да, которых мы отмечали тоже на отчете. У нас был в январе месяце публичный отчет нашего фонда. С нами очень давно уже сотрудничает Якутская городская гимназия. Вот, они принимают участие во всех наших акциях, они приходят как волонтеры, поддерживают, откликаются. Даже сейчас у нас проходит акция по приобретению подарков, мы идем все в магазин, хором, классом выходим. Сахакорейская школа тоже очень активно начала приходить на среды, проводить тематические. Мы же сейчас знаем, что многие у нас подростки увлекаются восточной культурой, вот, и как раз-таки сахакорейские ребята активно знакомят наших ребят с этими делами. Вторая школа тоже города, также активно они в качестве волонтеров нас поддерживают. Юлия Игоревна, конечно же, ваш 8 Д-класс, наши Дэшки, мы их называем. Из 30-й школы приезжают активно, позитивно проводить различные мероприятия. Это очень здорово, что школьники могут и хотят сами делать добрые дела, а мы можем им в этом помочь. Да, вы их направляете, вы их поддерживаете, мотивируете и вдохновляете. Спасибо вам большое, девушки, что уделили время, пришли к нам в гости, рассказали о таком замечательном центре «Среда». Мне кажется, было многим зрителям, нашим слушателям полезно узнать,
что у нас есть такой центр. Спасибо. Спасибо. Ну, давайте мы напомним, да, что мы с фонда Харасхал. Вы всегда можете зайти к нам на сайт добросаха.ру, либо написать нам в службу заботы по телефону 8 914 2 705 887. Добрый день, в эфире программа «Якутск сегодня» и я, Юлия Протодяконова. Во втором блоке у нас школа номер 30 города Якутска, Ирина Сергеевна Бурцева, директор школы, Анастасия Валерьевна Савина, учитель математики, Саяна Савина и Тимур Герц. Здравствуйте. Добрый день. Мы знаем, что школа — это маленькая страна, где свои традиции, где передается бесценный педагогический опыт, где гордятся своими победителями, учениками. Но самое главное в школе — это душа. А дух школы формируется через коллектив учителей, учеников и их родителей. Я знаю, что в вашей школе очень много разных интересных и патриотических, эстетических, спортивных проектов под руководством учителей и учеников. Расскажите, пожалуйста, нам более подробно об этом. Добрый день, уважаемые наши слушатели. Спасибо большое команде НВК за приглашение. Я очень рада, что вообще уделили внимание 30-й школе, да, нашей школе 51 лет, скажем так, да, и действительно за это время школа показала очень хорошие свои традиционные мероприятия, которые вообще могут быть. Я новый руководитель, и действительно, может быть, когда я пришла, решила включить творчество и подключить детей и родителей, также педагогов. Ну, сделали мы, скажем так, креативное творчество и начали создавать интересные условия труда и обучения в нашей школе. Наверное, первый из наших проектов, как раз Саяна участвовала, да, мы начали красить стены. Просто потому что захотели немножко облаготворить, скажем так, да, помещение. И получилось так, что это креативное творчество превратилось, потом стало распространяться на всю школу. И, например, у нас был такой проект, ну, то есть оно есть, «Дерево жизни», где принимало участие 1700 детей, и они все оставляли свои ладоши. То есть дети с 1 по 11 класс оставили свои ладоши в имитации дерева, и оно у нас превратилось в радужное красивое дерево. «Дерево жизни» мы его назвали. Это именно то, что переход поколения, и где они оставляют свои желания. Классно. Вот. Потом мы пошли дальше, и в прошлом году реализовали 9 таких больших проектов. В этом году мы немножко увеличили количество, и нас стало больше, где-то 13-14. Вот сейчас они идут в процессе. Так, идеи откуда приходят? Вы подаете, учителя, ребята? Идеи приходят по-разному. Где-то мы можем посмотреть какие-то интересные моменты. Например, я ездила в Москву на большую конференцию и увидела в одном маленьком стене такие пайетки, где люди подходили и оставляли свои рисунки. И после этого у меня зародилась идея релакса, зона релакса. Она у нас стоит возле кабинета психологов. То есть стена полностью сделана, скажем так, пайетками, и дети туда подходят, это очень популярное место, и они, получается, расслабляются, туда-сюда крутят эти пайетки, и оно действительно очень такое интересно. Оставляют комментарии, сердечки ставят, там мама, папа, люблю свою школу и так далее. Замечательно. Так, да, ну, есть еще и другие проекты, вот как раз в этом году эти проекты рождаются, скажем так, коллективом, то есть собирается рабочая группа, им дается такая идея, и они сами его доводят до ума. Вот так вот. Коллективы — это учителя, команда учителей, да? Да, получается, например, проект «Шахматы в школу», там есть коллектив и детей, там принимало участие более 200 детей, когда они создавали это пространство, а потом учителя его подхватили и проводят там, скажем, соревнования по шахматам. То есть оно идет дальше. Также у нас есть, например, проект «Аллукмас».
У нас школа очень большая, 1733 ребенка и 26 разных национальностей. И получается, я, например, как руководитель, очень хочу, чтобы наши дети, обучающиеся, знали, в каких традициях мы работаем, учимся, чтобы они знали культуру народов Саха. И вот эта рекреация Ал-Лукмас, она вот позволяет детям видеть писателей якутской литературы, саму вот эту традицию народа Саха, вот именно где мы понимаем, что такое Ал-Лукмас, что такое солнце, что такое вот балаган и так далее, да? И в этом проекте, например, принимало участие больше 2000 людей. Это учителя полностью все, да, они вот рисовали свои интересные моменты. Это дети, которые оставляли там свои пожелания и так далее. То есть это одни из самых больших проектов с участием наших детей и учителей, также родителей. Да, это вообще очень большой проект, замечательно просто. Оказывается, вы очень тесно работаете со школьниками. Вот, то есть дети, они не остаются в стороне. А я знаю, что в вашей школе очень такой сильный совет старшеклассников. Совет первых комета. Что это такое, чем занимается актив школы, как туда попасть? Ну, вообще, в начале года мы каждый год проводим набор. Мы отбираем людей с нашего совета и ходим по классам с листочком. Они записывают номера, имена, фамилии. И, в общем, набор происходит у нас с 8 класса по 11. Вот. Вообще, школьный совет первых — это у нас очень большой совет, очень ответственных, хороших людей, которые имеют в себе какой-то навык, они хотят попробовать себя, очень хорошие дети все. Школьный совет первых, потому что совет первых у нас начало развиваться направление первые, оно у нас всероссийское, все граждане могут принять участие во всех этих конкурсах, и вот мы решили в прошлом или позапрошлом году выйти на вот более такую большую аудиторию и решили стать советом первых комета. Спасибо. Тимур, ты был, получается, первым президентом совета первых комета в школе номер 30. Расскажи, пожалуйста, самые яркие моменты. Ты сейчас уже выпускник школы. Какие большие мероприятия, может быть, вы проводили? Может быть, в сфере волонтерства еще? Здравствуйте всем еще раз. Меня зовут Тимур Герц. Я был, получается, первым президентом школьного совета первых в нашей школе номер 30. Вот Саяна Савина, она вот уже второй президент, так сказать. Вот. За то время, пока я был президентом школы, конечно, у нас произошло множество мероприятий. Наверное, самые для меня запоминающимися оказались наши новогодние елки, когда мы собирали ребят, репетировали, проводили дискотеку школьную, придумывали сценки. Также очень интересно участвовать и организовывать мероприятия, например, там, к 1 сентября или к последнему звонку, так как все это очень торжественно, интересно, и действительно ты получаешь удовольствие, когда ты вместе с ребятами веселишься, радуешься, готовишься к празднику. Вот. Спасибо. Саяна, ты помнишь свое первое мероприятие, когда ты вот вступила в совет? Какие у нас мероприятия в начале были? Новый год, День учителя. Да, вот, самое первое мероприятие, когда вступаешь в совет, это самое предстоящее, самое торжественное, это День учителя. Вот, я, когда вступила в совет в 8 классе, это там, получается, я участвовала и в песне для учителей, и частушки для учителей читали, и танцевали для них, вот. И вот остается 5 минут между всеми этими номерами, и ты бежишь в кабинет, переодеваешься и бежишь обратно. Ну, потом все учителя счастливые. Ну, это прям очень массовое мероприятие в начале года проводится. Спасибо. Я отметила, что все, что происходит, мероприятия, реализация каких-либо проектов, все это делается вместе. Администрация, учителя, ученики, родители. В прошлом году в вашей школе, вот как раз
Тимур рассказывал, стартовал проект «Школьное инициативное бюджетирование». Что это такое? Так, я об этом расскажу. Всем добрый день. С 2023 года Министерство финансов Республики Саха-Якутия запустило новое направление инициативного бюджетирования, связанное с школьником. Как раз-таки школьники имеют возможность облагородить вокруг себя школьное пространство. Да? И, у всех появляется такая возможность на сумму 300 тысяч. Да? Мы участвуем уже 2 года, и за 2 года мы реализовали 3 проекта. Это на 3-м этаже зона первых, кабинет детских инициатив. И вот буквально перед Новым годом у нас произошло торжественное открытие коворкинг-центра «Родина». Ух ты! Ну, как все начиналось? В 2023 году Саяна, Тимур там были, мы прошли обучение, где на себе испытали весь процесс ШКИБа от момента информирования до реализации проектов. И после обучения перед ребятами стояла миссия передать всю информацию ученикам и педагогам, что вот этот проект сейчас будет осуществляться у нас в школе. Ученики, конечно, были все в шоке. Для них это было новизна, что для них, что им доверяют такую большую сумму денег, 300 тысяч, и именно они будут этим распоряжаться. И поступило очень много идей, и в ходе голосования как раз-таки выявлены были победители, о которых я рассказала ранее. Так, ну, по моим наблюдениям, мы общаемся с разными школами республики, которые вместе с нами участвовали в ШКИБе. Основной дефицит — это, конечно же, не хватает чего-то детям в школах. Поэтому очень много встречается в проектах пуфики, зеркала, какие-то уголки с настольными играми, да. Но мы не только... Дети вот на этом не зацикливаются. Были также оборудованы смарт-библиотеки, фото, медиа, студии, да. Вот то, чего детям именно не хватает. Тут как раз-таки больные точки выявляются, и у них есть возможность это исправить, приобрести. Да, то есть каждый создает мир вокруг себя сам, да? Да. Да. А на данный момент, вот в будущем, какой, допустим, возьмем вот 2-е полугодие этого учебного года, какой самый большой проект у вас планируется в рамках вашей школы? Проектов на ваш взгляд, больших да. очень много. Как я уже сказала, в этом году мы начали реализовывать 11 плюс-минус 1-2 проектов. Например, возьмем 1 апреля мы открываем такой замечательный проект, как «Азбука школы». Сейчас это популярное мероприятие, где, например, каждая буква будет нести свою конкретная направленность именно со стороны школы. Например, наша школа, она больше авиационная, да, и буква А — это у нас авиация. И вот на этой букве у нас будут рисунки наших детей, информация про то, что вот как школа связана с авиацией. Наша школа несет имя Героя социалистического труда Валерия Ильича Кузьмина, и, например, буква К будет посвящена ему. Ну, то есть это масштабная такая большая работа, и мы надеемся завершить его 1 апреля. Здесь задействованы практически все, с 1 по 11 класс дети, учителя и так далее. Также мы запустили интересный, очень хороший проект, который заинтересовались многие. Это проект «Труженики тыла». То есть мы говорим, конечно, и о ветеранах Великой Отечественной войны, и сейчас как раз ко Дню Победы мы запускаем вместе с городом большой проект. Это по партии «Единая Россия», где мы говорим про тружеников тыла. Здесь тоже дети будут работать в поисковом варианте именно в семье. Они ищут информацию про бабушек, прабабушек, дедушек, которые именно работали во время войны здесь, в Якутске. Так, в принципе, очень много интересных мероприятий. Сегодня ко мне заходили коллеги, рассказывали про книгу стихов. Мы пустили такой интересный проект. Дети, которые сочиняют стихи, у нас будут публиковаться, например, да? Ой, да, и поступило достаточно интересное количество стихов уже, да, и мы весь февраль будем их собирать. Дизайн уже готов, мы все уже готовы его пустить, и дети сейчас просто будут писать свои стихи.
Отлично. А сейчас еще очень много времени уделяется здоровому образу жизни, патриотическому, спортивному воспитанию. Как это у вас реализуется в школе? У нас есть очень интересный проект, называется «Военно-патриотический клуб». Он у нас действует давным-давно. Называется «Соколы». Здесь обучаются ребята по конкретно военной тематике. Они у нас идут на различные мероприятия, касающиеся военно-патриотического воспитания. У них есть занятия в неделю 2 раза, где они обучаются и стрельбе, и обороне, то есть конкретно физическая такая нагрузка. Наши ребята известны не только в городе Якутске, но и по всей республике. Они посещают различные мероприятия, выступают и активно участвуют в различных мероприятиях. Ну и с прошлого года мы открыли такой класс юн-армия. У многих есть в школах, да, многие, наверное, слышали, но у нас есть класс юн-авиа. Это, то есть, единственные мы такие в Якутске, которые имеют класс юн-авиа. И с этого года, вот буквально 8 февраля у нас завершается курс для учителей. Готовят они также классы юн-авиа и юн-армия. И мы надеемся, что еще плюс 2 класса у нас откроется в этом направлении. Ой, отлично вообще. Помимо, вот, Тимур, расскажи, пожалуйста, в вашей школе еще очень хорошо развито волонтерство. Я слышала про отряд, да, волонтерский. Более подробно. Верно. Значит, в нашей школе наши ученики знают, что такое помогать другим людям, то есть мы занимаемся тимуровскими работами, мы собирали посылки для солдат наших, мы помогали приюту для бездомных животных, мы участвовали в различных акциях, то есть наши ребята активно участвуют в волонтерской деятельности нашей школы и в целом нашего города, нашей страны, участвуют в движении. Тимур очень, конечно, спокойно так рассказал. Я тут хочу добавить, что ребята вообще очень молодцы, потому что они не только занимаются сбором каких-либо, скажем, вещей, да, для наших ветеранов, для наших животных, но еще и помогают ветеранам. Проводят много различных уборок, снег выводят, чистят, убираются, даже моют там террасы, ну, то есть очень такие хорошие тимуровские работы проходят. И я, например, когда пришла в школу, было очень интересно вообще это увидеть, и очень хочется поддержать этот проект дальше, чтобы он работал. Да, замечательно. Спасибо. Я думаю, что многие наши зрители, слушатели открыли для себя много нового, что в школе можно не только учиться, да, получать знания, но и развиваться всесторонне, как и детям, так и учителям. Спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня в гости, рассказали о своих интересных проектах. Желаю вам успехов в творчестве, в работе, благодарных родителей и учеников. Спасибо. Что пригласили.